Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 30 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем 3 карты еще на отношения. Так, немножко подвину. 3 карты на работу. И карту на финансы. Итак, у нас карта звезды выпадает на субботу, 30 мая. Карта, которая говорит о том, что исполняются какие-то наши заветные мечты. Это может быть, кстати, поездка какая-то, да, это может быть просто перемена в нашем окружении, да, это может быть вообще любая перемена, которая вот дает нам какие-то новые ощущения, новые впечатления, новые надежды. И вообще карта звезды, она, конечно, очень приятная. Это какой-то новый поворот в нашей жизни, это возможность для работы, для денег, это возможность для выздоровления, исцеления, это слава какая-то, это хорошая репутация. Это когда возвращаются наши надежды, мечты, да, допустим, мы уже совсем потеряли веру, и она вот может к нам здесь возвращаться. Но в то же время эта карта может показывать на отдаленное будущее. То есть то, что сейчас происходит, да, или те надежды, которые сейчас к нам возвращаются, они будут реализованы, но не сразу. То есть нужно будет время, нужно будет ждать, либо нужно будет куда-то ехать дальше для того, чтобы, далеко для того, чтобы это все реализовалось. А часто эта карта говорит о нескольких источниках дохода. Может быть, это мелкие какие-то доходы, в общей сумме это довольно-таки хорошая сумма. Может быть, здесь какие-то прошлые люди, люди из прошлого возвращаются, какие-то прошлые события, мечты возвращаются, потому что у нас здесь вода, да, а вода – это всегда память, вода – это всегда прошлое, это эмоции, которые связаны с прошлыми событиями, но в любом случае у нас здесь возрождается надежда, возрождается вера, и мы чувствуем себя уже гораздо лучше. Посмотрим, чего же касается это больше всего. Но больше всего нас радует то, что какие-то события, которые государственного порядка, да, административного, они, возможно, дают нам уже возможность выходить за пределы там своего жилища и так далее, да. Здесь вот больше это настроение связано с какими-то законами от были запреты, которые у нас не давали нам возможность там гулять, ехать куда-то, да, в общем, реализовать как-то себя. Вот сейчас они могут сниматься, либо, может быть, хотя бы послабление какое-то здесь есть, да. И посмотрим, что же будет мешать. Здесь у нас выпадает карта плеть, а это значит, будет мешать любого рода агрессия, будет мешать любого рода зависимость от еды, от алкоголя, от другого человека, сексуальная зависимость, да, то есть любого рода какие-то перехлесты, когда у нас отклонения от нормы какие-то происходят. И если мы не израсходуем эту энергию на какую-то физическую активность полезную, она обязательно прорвется. То есть она очень здесь мощная, очень сильная и может какой-то агрессии выйти. Да? Здесь нужно обязательно ее потратить. Для помощи у нас выпадает карта «Корабль». В этом удача дня. Удача будет в путешествиях, в новых впечатлениях. Удача будет в изменении привычного образа жизни, привычного круга. Удачно будет что-то покупать, может быть, даже через интернет. Может быть, это походы здесь в магазин и какие-то покупки, которые, может быть, даже сверх необходимого, да, вот как-то радует нас. Кроме того, здесь может быть очень удачно обучение в этот день, удачно там сдача экзаменов, получение каких-то бумаг очень важных и так далее. Очень удачное время для коммерции, для торговли, если вы вот именно этим занимаетесь. То есть вот здесь это будет помогать вам решать какие-то важные для вас ситуации. Что еще может быть здесь важно? Может быть
какое-то новое предприятие, новое направление, новый доход какой-то финансовый. Вот это все будет сегодня очень важно. Все, что связано с каким-то активным действием, с чем-то новым, новыми людьми, новыми привычками, избавлением, может быть, от зависимости. Все это будет очень важно и приятно. А теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта якорь, а это значит, что... Так, хочу добавить карту. Так, перекресток, да. Вот смотрите, скорее всего, здесь такая ситуация происходит. Вам придется выбирать. Вам придется выбирать. Это, скорее всего, будет человек не совсем вам подходящий. Потому что по якорю, да, здесь ситуация, которая застойная, да. Тут либо, допустим, вы остаетесь в своем одиночестве, да, по якорю, то есть все как было, так и есть, либо вы меняете как раз свое состояние, но здесь именно от вас зависит. Вот именно вы должны проявить настойчивость, инициативу и так далее. Если говорить уже о человеке, да, о его качествах, то по якорю этот человек будет очень практичный, стабильный, он, возможно, там приезжий откуда-то, да, это человек, на которого можно положиться, человек, который может обеспечить себе какую-то стабильность. В общем, в принципе, человек очень даже хороший, но здесь все-таки зависит больше от нас, от нашей настойчивости какой-то, от нашей инициативы и так далее. Для тех, кто в паре, выпадает карта медведь. И здесь тоже вот какая-то сила здесь проявляется, да. Здесь может быть, знаете, просто очень много накопилось энергии такой застойной, и нужно ее реализовать, да, то есть обязательно для этого нужны какие-то прогулки, поездки, новые впечатления, иначе вот эта сила, как мы говорили, вот по плете может в агрессию перейти, в ссоры, скандалы и, в общем, во что-то такое неприятное. Кроме того, здесь карта, которая говорит о семье, да, хорошо отдыхать с семьей, хорошо решать вопросы сообща, хорошо иметь общие там деньги, общие источники дохода. Или, может быть, кстати, могут приходить какие-то деньги от родителей, как помощь, допустим, да, или как подарки. Хорошо в это время заниматься своим телом, здоровьем, как-то по-особому питаться, да, может быть, очень важны тоже сегодня, вот вопросы питания выходят на первый план. Ну, в принципе, день хороший, самое главное, чтобы мы не сидели, не лежали, да, вот именно двигались, и тогда вот вся энергия, она идет в правильное русло. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта женщина, а это значит, что именно женщина должна мириться, именно женщина должна сделать первый шаг, и вот здесь тогда примирение возможно. Посмотрим работу. Для тех, кто в субботу работает, для тех, кто ищет работу, сначала у нас выпадает карта Лилия. Но здесь может быть как завершенная неделя, и вы просто можете в этот день расслабиться. Позаниматься чем-то творческим, может быть, просто получить какой-то результат, может быть, да, от своих прошлых действий. Но вот вряд ли здесь вы в этот день будете там выходить на работу, да, или заключать какие-то договоры. Скорее всего, здесь расслабление такое идет. Для тех, у кого есть работа по карте ключ, вы тоже можете либо завершить уже неделю, и, может быть, суббота у вас, суббота либо заключительный день, либо вы уже в пятницу закончили работу и здесь отдыхаете. Но в любом случае по ключу у вас очень хорошая возможность здесь решить какие-то важные вопросы. Если это вопросы по работе, значит, здесь вы можете их решать. Если это вопросы касаются дома, то значит, если у вас отдых в субботу, да, то значит именно домашние какие-то дела у вас решаются. Причем, может быть, много накопилось, и здесь вот как-то все вы успеете за этот день. Что еще можно сказать по ключу? Может быть, у вас будет
какое-то значительное событие, которое касается вашей работы, которое повлияет на ваше будущее. Для тех, у кого свое дело, карта письмо. Но здесь, скорее всего, вот работа именно с клиентами, коммуникации через интернет, через письма, через звонки, через какие-то бумаги, да. То есть вы не напрямую это все делаете, а вот либо через посредников, либо через интернет это происходит. И, кстати, здесь, может быть, даже вы подводите какие-то итоги, анализируете ситуацию, может быть, какие-то балансы подводите, бумаги заполняете, допустим, в налоговую или еще что-то в этом роде. А теперь денежки, да, в денежках выпадает карта аисты, а это значит, что в денежках какие-то перемены к лучшему происходят. Но здесь могут быть и траты, в принципе, на семью, на дом, на каких-то новых людей, которые к нам в дом приходят. Может быть, кто-то приезжает из поездки какой-то. Но в любом случае у нас здесь вот именно на семью деньги тратятся, и это какие-то нужды, да, это необходимое что-то. Может быть, кстати, на поездки тоже здесь будет тратиться какая-то сумма на какие-то приятные дела, на приятное времяпровождение. И итог дня. По итогу дня выпадает карта Солнца. Это полное удовлетворение, это счастье, это радость, это взаимопонимание, это вечер при свечах, такая романтика. Это когда вся семья в сборе и такое теплое дружеское общение. Когда у родителей и детей все хорошо. То есть, ну, просто замечательная, счастливая карта. То есть по итогу дня вы будете чувствовать, что как бы исполнили все свои вот желания, которые на этот день планировали. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!